Вы смотрите новости, в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Главные темы этого утра. Более 150 добровольцев минувшим вечером были направлены в срочном порядке в Намский район. 20 детей из пострадавших от огня Намского и Горного района вылетели в лагерь «Орленок». Они будут отдыхать там 3 недели. Выставка творческих работ детей с аутизмом стартовала в Якутске. Расскажем об этом подробнее. Сегодня ночью глава Якутии Айсен Николаев дал интервью телеканалу «Россия-24» в прямом эфире, где пояснил текущую обстановку по пожарам в республике. У нас режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера действует с 23 июня. К сожалению, сейчас нам понадобилось вводить ЧС уже на всей территории республики, в том числе в населенных пунктах, в связи с тем, что в результате порывистого ураганного ветра в эти выходные у нас пожар вошел в один из населенных пунктов, село Бескёль, и только благодаря мужеству, героизму, я так скажу, даже огнеборцев, огонь был остановлен, но при этом практически 10% села, жилых домов в селе, они сгорели. Соответственно, в таких условиях я имею право ввести уже режим в населенных пунктах республики чрезвычайной ситуации для того, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации. Тем более сейчас огонь угрожает до сих пор нескольким населенным пунктам республики. Более 150 добровольцев из числа различных министерств и ведомств минувшим вечером были направлены в срочном порядке в Намский район, где лесной пожар приблизился к населенному пункту. Команду добровольцев собрало руководство ГУП ЖКХ республики. От предприятия на борьбу с лесными пожарами направлено 38 человек. Следом за ними добровольные формирования направили региональное министерство ЖКХ и энергетики, а также Министерство сельского хозяйства. Помимо них своих добровольцев отправили и другие министерства и ведомства. Также ГУ МЧС России по Якутии направила в Намский район 3 пожарных машины. Все они будут задействованы на тушении огня вблизи населенного пункта Таастах. Минувшим вечером добровольцы встретились с первым заместителем председателя правительства Якутии Дмитрием Садовниковым. Он доложил о пожароопасной обстановке в районе и коротко рассказал о задачах. Далее все добровольцы прошли инструктаж и выехали в Намский район. Сегодня сборы были очень срочные, поэтому централизованно попытались, насколько смогли, обеспечить. Едем в Намский район, поселок Искра. Собрали 38 человек. Посмотрим еще, если понадобится, то следующие группы тоже организуем. Нас сегодня мобилизовали около 60 человек, общее число. Это, считая, министерство само, да? И наши курируемые предприятия. По поручению первого заместителя председателя правительства Садовникова Дмитрия Дмитриевича сегодня едем в Намский район для помощи для тушения лесного пожара. Между тем, минувшим вечером также в Намский район были переброшены вновь прибывшая военная техника и военнослужащие. Это 17 единиц спецтехники и 128 человек из личного состава военных частей Хабаровского края. Как отметил Дмитрий Садовников, часть техники будет привлечена к прокладке минерализованной полосы, а часть на борьбу с огнем. 20 детей из пострадавших от огня Намского и Горного района вылетели в лагерь «Орленок». Там они пробудут 21 день. Так, в течение нескольких суток, благодаря работе ведомственных организаций и правительства республики, удалось оперативно восстановить документы, приобрести билеты и организовать перелет группы. Кроме того, перед вылетом с детьми поработали психологи. По словам сопровождающих детей, представителей управления образования Горного района, сейчас ребята чувствуют себя хорошо и настроены на отдых. Были приняты все меры, чтобы дети были стрессоустойчивые, с ними работали психологи, с родителями тоже. Были проведены определенные работы по восстановлению документов. И, конечно же, оперативно был составлен список из детей. В Анапе их встречает представительство Всероссийского детского центра «Орленок», где они отдохнут полноценные 21 день до 31 августа.
В республике действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Выезд в лес запрещен. Жителям настоятельно рекомендуется воздержаться от выхода в лес для сбора грибов и ягод. Также гражданам, которые хотят помочь в тушении лесных пожаров, рекомендуется не отправляться на места самостоятельно, а тем более в одиночку. Добровольцы могут обратиться в единый общественный добровольческий штаб в Якутске для координации работы и прохождения обучения. Телефон колл-центра штаба вы видите на своих экранах. Созданный в 2013 году технопарк в Нерюнгри уверенно занял свою нишу среди предприятий района, ориентированных на создание базы для эффективного внедрения новейших технологий и научных разработок. С каждым годом растет количество резидентов учреждения, специализирующихся на разработке инновационных проектов в различных областях жизнедеятельности. Наши коллеги встретились с одним из резидентов Евгением Климюк, создателем мастерской по дереву Нерувуд. Сегодня в филиале технопарка Якутии в городе Нерюнгри 11 резидентов и еще 2 заявки на резидентство на рассмотрении. Нужна регистрация ИП либо ООО, заполнить заявку и заполнить паспорт проекта. Проект должен быть инновационным, либо иметь инновационную составляющую. Это не обязательно должны быть какие-то там спутники, либо какие-то нанотехнологии. Это должна быть технология, которая улучшает действующую технологию либо производство, улучшает ее, повышает качество, ускоряет время производства, либо, скажем так, оптимизирует производственный процесс. 33-летний нерюнгринец Евгений Климюк с детства мечтал строить, создавать что-то новое. После окончания школы получил строительное образование и попробовал себя на местных производствах. Но внутри все время горела идея работать независимо на самого себя. Найдя компаньонов, Евгений начал изготавливать столы со смолы и слэбов древесины. Но имеющееся помещение не позволяло заниматься этим в полном объеме с необходимым качеством. У нас здесь есть поставщики, которые поставляют нам материал, но он в сыром виде. То есть это полуфабрикат, так скажем, и нам его нужно довести до ума. Зашел в технопарк Евгений Климюк с партнером, индивидуальным предпринимателем Владимиром Столяровым, владельцем творческой мастерской «Неру Резко». Занимались изготовлением мебели из массива древесины. Для нашего производства требуется сухая древесина. И не просто высушенная там где-то на солнце или там в каких-то непонятных полевых условиях, а именно должна быть технология, чтобы сохранить вот эти свойства древесины. Проблема сушки древесины в том, что это трудозатратно и очень дорого. И сама идея это идет как решение проблемы, той, которая у нас вот в районе существует. С новой идеей производства сушильных камер для дерева с использованием альтернативных источников энергии Евгений самостоятельно становится резидентом технопарка. Вот обычный контейнер 6×2, да, он будет? Да, да. Вот здесь вот теплообменник у нас стоит. Это в разрезе, да, получается. Забор воздуха, тут вентилятор и погнал тепло и обратно. То есть методом конвекции, по да. сути. Проект перспективный, то, что он использует альтернативные источники энергии. В принципе, с сегодняшними ценами на электричество, на топливо, это очень хорошая перспектива проекта. Может быть, полностью его концентратор не будет работать на солнечной энергии, но значительную часть потребляемой энергии он сэкономит, тем самым сделав свое производство более экономичным, тем самым он сможет понизить цены на свои услуги и быть конкурентоспособным на рынке по сушке древесины. Сегодня проект Евгения на стадии расчетов и подготовки к эксперименту. Якутия и солнца у нас маловато, но в принципе по статистике я посмотрел, у нас до 250 солнечных дней. В принципе, по большому счету это неплохо, чтобы какие-то моменты нам поймать солнцем и посушить древесину как можно дешевле. Сегодня в мастерской по дереву Нерувуд Евгений трудится со своей командой и воплощает мечты в реальность, создавая мебель по индивидуальным заказам жителей города и района. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри.
Выставка творческих работ детей с аутизмом стартовала в Якутске. Там представлено 13 картин, нарисованных ребятами у озера Байкал. Организация планера с выездом в город Иркутск стала возможной благодаря гранту главы республики в рамках проекта «Мир в красках». Проектом было предусмотрено 3 выставки. Все представленные картины были нарисованы в ходе выездов по красивым локациям. Сегодня, помимо действующей выставки в Якутске, 20 картин, посвященных природе Якутии, выставляются и в городе Иркутске. Посмотреть представленные картины можно, посетив студию Artland по улице Петра Алексеева, 6, либо на инстаграм-странице «Особый ребенок». Данная поездка на Байкал – это для детей с аутизмом новая среда, так как дети, они, в общем, сами с нарушениями эмоционально-волевой сферы, они более погружены вовнутрь, да, в себе, и у них очень сложно с общением. Поэтому такие выезды, такая новая среда, такие знакомства с новыми людьми, для них это является таким серьезным толчком в развитии. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с членами паралимпийской команды России, проходящими финальную подготовку к предстоящим Токийским играм. Российские паралимпийцы, заявил президент, на протяжении многих лет добиваются выдающихся побед на самых крупных соревнованиях международного уровня. А на предстоящие игры в Токио отправятся именитые перспективные спортсмены. Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. Более 200 российских спортсменов выступят в 19 видах спорта из представленных 22. В состав сборной вошли 3 якутянки: Анастасия Диадорова – плавание, Степанида Артахинова – стрельба из лука и Алена Дмитриева – волейбол сидя. К этому часу это все новости. Хорошего дня!